Сладкая мучная халва, одно из излюбленных кушаний, всегда была на столе в дни большой радости у абазин. Ее готовили за день до свадьбы, эмоционально наполненный момент торжества. Для этого радостного события готовили халву одним большим пластом в форме круга. После того, как халву выкладывали на столик, наступал самый важный момент. Это когда приглашают маму жениха, будущую свекровь, чтобы она своими руками выравнивала халву с напутственными словами молодоженам для их прочного совместного брака. Халва является одним из традиционных блюд абазинской кухни, потому что это было и ритуальное, и праздничное блюдо. Для его приготовления прежде всего нужно было выбрать качественное пшено. Оно не должно было быть слишком мелким и без всяких примесей. Абазины следили за своей опрятностью. Обязательно нужен был головной платок, фартук. Соблюдали чистоту и порядок не только на столе, но и в выборе посуды. В каждом доме раньше была вот такая ступка, а на абазинском он называется лу. Для начала пшено толкали в этой ступке. Это очищало от шелухи и ненужной пыли. И пшено становилось более качественным, более чистым. После такой обработки пшено просеивалось через сито. Уходила пыль и ненужная мука. Теперь нам надо промыть пшено. Пшено промывали, старались не вынимать руки из воды. Тогда пшено очищалось хорошо от ненужной муки и шелухи. Вообще к готовке любого блюда и сейчас, и раньше относились с особенной тщательностью. Был какой-то счет у нас. Вода, пшено промывалось 3 раза в такой воде. Если после 3-го раза вода оставалась мутной, ее промывали до 7 раз. Если после 7 раз вода еще была мутной, промывали 11 раз. Я не знаю почему, но был вот такой счет: 3, 7, 11. После этого вода должна была чистой и прозрачной. Промытое пшено высыпали или в сито, или в специально сшитые мешочки, чтобы стекла лишняя влага, лишняя вода. Затем ее высыпали на ровную поверхность, чтобы она подсохла. Оно подсохло. Просушивали, пока она не станет рассыпчатой. Наше пшено готово, и мы должны ее смолоть. Раньше в каждом доме были свои ручные каменные жернова. Сейчас их нет. Но в каждом ауле есть свои умельцы, мастера, которые в своих домах сделали электрические крупорушки, и весь аул пользуется ими. Ставим на плиту сироп.
на 4 литра воды у нас уходит 6 килограмм сахарного песка. Пока сироп варится, мы работаем с мукой, а готовность сиропа определяем так. Берем ложечку и пробуем пальцами. Если у нас пальцы слипаются, значит сироп готов. Сироп у нас готов. Идем прожаривать муку. С сиропом тоже надо быть осторожно. Если его не доварить, то халё у нас получится рыхлым, а если его переварить, наоборот, халё у нас будет очень крепким. Сейчас молотую муку мы опять просеиваем через сито. Муку мы просеяли через самое частое мелкое сито, которое можно найти. У нас мука получалась от этого мелкой-мелкой, и халё, естественно, получается нежной. В котле у нас кипит масло, топленое, домашнее, сливочное масло. Оно тоже должно быть хорошего качества, не прогорклое, свежее. Тогда и халё, естественно, не будет иметь других запахов, кроме как красивого домашнего топленого масла. Сейчас, как только масло у нас готовится, приготовлено, мы засыпаем муку. И начинаем интенсивно ее размешивать. Это самый сложный процесс. Огонь у нас не должен быть сильным, потому что мука подгорит, и не должен быть слабым, потому что мука не прожарится достаточно, а только просохнет, и халё у нас не получится просто-напросто, если недостаточно ее прожарить хорошо. Самый ответственный момент – в этом деле женщины сменяли друг друга, потому что это был тяжелый период готовки халё. У каждой мастерицы был свой секрет готовности. Определяли готовность по цвету муки. Она должна была быть красивого кремового цвета. Со дна исходил пар. Почти не было комков. Ладони, если мука уже достаточно прожарилась, ладони потели. Посмотрите на лопатку, она должна была быть удобной, чтобы не натирала мозоли. Вот этот момент в основном мастерица была на себя. Надо было влить достаточно сиропа. Если мало сиропа, халё становилось сухой. Если много, то рыхлое. На лахчах. Лечь лучше. Вот эту муку вот в этот период размешивали несколько женщин, сменяя друг друга. Но чтобы залить сироп, это уже мастерица брала на себя вот этот период. Все накат. В зависимости от того, для чего она предназначена и на что предназначена, ее раскладывали по-любому на деревянную поверхность. Если это было поминальное блюдо, поминальная халва, ее резали на скромные квадратики. Но если это было для свадьбы, на свадьбу, ее вот в таком треножнике утрамбовывали и украшали. Но первой начинала утрамбовывать свадебную халву будущая свекровь. Пожалуйста. Кто лучшей матери пожелает своим детям счастливого брака? Будьте счастливы, дети, живите долго. Пусть у вас жизнь будет такой же сладкой, как эта халва.
вас будет самый крепкий союз. Много детей. Раньше молодые люди знакомились на вечеринках. И среди других блюд на столе обязательно у нас была халюа кылпа, как говорят. Девушки, эти вечера были связаны в основном с проводами в армию, с возвращением молодого человека. Девушек собирали на эти вечера только с согласия родителей и в сопровождении или брата, или близкого родственника. В конце вечера тамада отдавал вот эту халву или гармонистке, или гости с другого аула, или самой красивой девушки. Конечно, в течение вечера он смотрел, как она воспитана. Не просто так вот эту шапку, халву можно было достать. Чтобы она тебе досталась, надо было быть скромной, красивой, образованной. Много критериев, по которым тамада оценивал эту девушку. Девушка разрезала вот эту халву, как сейчас разрезают торт, и угощала всех присутствующих. А домой забирала только вот этот шарик. Кылпа, вот это и называется халюа кылпа. И показывала родителям, что ей дали, присудили вот эту халюа шапку. Родители были, конечно, рады, что их дочь отметили, не каждую так отмечали. Она назначала день и приглашала этих присутствующих на вечере и других своих молодых людей, близких, девушек, ребят, на такую же свадьбу у себя, вечеринку у себя дома. Так молодые люди знакомились, создавали семьи, рождались новые союзы. Кроме того, на свадьбе, в тот момент, когда невесту вводили в дом, возле гармонистки ставили вот такую шапку. Детвора в момент, когда невеста делала первый шаг в дом, детвора просто-напросто крала, или как можно сказать, уносила вот эту шапку с собой и угощались на улице. Это означало, что невеста вошла в дом счастливой ногой. У нас принято, чтобы во время свадьбы лошадь загоняли в дом. И в качестве других угощений, которым одаривали этого конника, обязательно присутствовала вот такая халва шапка, халва шапка. Кроме того, какое еще значение имела эта халва? Первый день знакомства двух родов обязательно, прежде чем приступить к церемонии знакомства, на стол ставили горячую вот такую халву, мед и наши традиционные пирожки с творогом. И старшая, в основном это было женское застолье, и старшая говорила: пусть наша связь будет такой же сладкой, как эта халва, и пусть нас ничто не сможет разделить, как нельзя разделить мед с ватой. Вот такое значение в нашем народе имела эта халва. Украшали халву узорами, свисающими орехами и конфетами. После украшенную халву накрывали белым платком. На свадьбах хозяева дома отправляли халву через приехавших мужчин в дом невесты. Это первый сладкий стол, который отправляют в дом сватов. Родители невесты угощали ею всех соседей и близких.
Но в доме жениха делали и вторую халву на случай, если придется встретить внезапного, но желанного гостя. В сохранившихся до наших дней традиционная пища абазин отражает национальный колорит. Вот здесь звучат самые красивые абазинские тосты и старинные наигрыши с танцами. شخير جحرلا شخير الكبرلا سخيلا ساتا شكن خالرا يشق مخد أزوادر تاسا خبا تاسا خازا خبا خازا يرد مخد أزوادر ربان شعد أبزادر أباريوج أجفا حاضر كدر ركوب زيرة تيتو يا الله يا الله يبقى يزوادر تسالي شرداتا خارلا بخوت يا الله يجبا يا سيدي حاي